Канашской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети интернет выявлены сайты, на которых размещалась информация о приобретении без посещения медицинских учреждений, медицинских справок, больничных листов, медицинских книжек, справок на работу или в институт для освобождения от учебы. На сайте размещались каталог документов, прайс-лист, электронный бланк для оформления заказа, информация о способах доставки изготовленных документов. Вход на сайты был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием ресурсов мог любой интернет-пользователь. Федеральный закон об информации и информационных технологиях и о защите информации запрещает распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Учитывая данные обстоятельства, межрайонный прокурор обратился в суд с соответствующим заявлением. Ленинский районный суд города Чебоксары удовлетворил требования прокурора и признал информацию, размещенные на сайтах в сети интернет, запрещенными для распространения в Российской Федерации. До вступления решения суда в законную силу доступ к указанным информациям будет заблокирован. Информацию предоставила пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики. И Бресинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 66-летней жительницы поселка Вурнары. Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 294 УК РФ «Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия». В судебном заседании установлено, что подсудимая, работая в качестве технического персонала в помещении Вурнарского районного суда, затаив обиду на сотрудников суда в связи с увольнением своего сожителя, ранее также работавшего в указанном месте, решила из чувства мести причинить вред и дискредитировать руководство суда путем умышленного уничтожения материалов уголовного дела. Реализуя свои преступные намерения, утром 14 сентября 2018 года она, находясь в кабинете секретаря судебного заседания под видом выноса для сжигания старых рабочих журналов и мусора, самовольно взяла со стола материалы уголовного дела по обвинению лица в совершении особо тяжкого преступления и вынесла во двор суда, где, поместив в самодельную печь, полностью уничтожила его путем сожжения. Результатом умышленных действий явилось необоснованное затягивание сроков рассмотрения уголовного дела по существу, нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства, а также нарушение конституционных прав граждан на доступ к правосудию. Подсудимая вину в совершенном преступлении не признала. Суд, рассмотрев материалы дела, согласился с позицией государственного обвинителя, признав подсудимую виновной в совершении инкриминируемого ей деяния и назначив наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Информацию предоставила пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.